Череда несчастных случаев произошла на этой неделе в Нерюнгри в результате несоблюдения техники безопасности. При проведении ремонтных работ по очистке котловых ванн в Чульманской ТЭЦ получили травмы двое работников электростанции. Также двое жителей района пострадали при взрыве кислородного баллона. Рассказывает Сергей Козюра. Следственным отделом по городу Нерюнгри Республики Саха-Якутия проводится процессуальная проверка по факту получения тепловых ожогов двумя работниками Чульманской тепловой электростанции. Установлено, что 32-летний бетонщик получил тепловой ожог правой кисти третьей степени и задней поверхности голеней. Произошел выброс горящей пыли при расшлаковке котла. Котел-то был закрытый, открыли, начали его расшлаковывать. И произошел выброс. И получил ожоги. 29-летнему плотнику причинен тепловой ожог головы второй степени, 95% туловища, а также ожоги верхних и нижних конечностей третьей степени. Мужчины доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Также крайне тяжелая, но, по крайней мере, стабильная. Я очень благодарна нашим врачам, главврачу, заместителю главврача, нашим реанимации, кто работает, все эти врачи, очень душевные люди. И у них, мне кажется, самая высокая квалификация, потому что с такими ожогами, говорят, они несовместимы с жизнью. Но они борются, и уже 4 суток он живет. Это самое главное сейчас для меня. Вчера при проведении сварочных работ в одном из гаражей города Нерюнгри произошел взрыв кислородного баллона. После взрыва произошел пожар, в результате которого повреждены кровля и стены гаража. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных. Пострадали 2 человека, которых госпитализировали в Нерюнгринскую ЦРБ. Первый пострадавший 80-го года рождения, он в состоянии оценивается как средней степени тяжести. Диагноз будет звучать как закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и термические ожоги первой-второй степени до 12%. Второй пациент 60-го года рождения, там будут только термические ожоги до 9% первой-второй степени. Лечение получает в полном объеме, находится в травматологическом отделении. Думаю, прогнозы благоприятны для их пациентов. В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе в части нарушения требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри.